Эфирде Саба программасы, достар, девамы бар, девамыны сіз ярын айны вақытта көре білесіңіз. Біз ісе девам етеміз ве біздің студиямызда мұсафырлер болына ве бүгін керчектен депек мерақлы венді халқымыз чоқ бекленілген бір мевзуна айдынлатыжамыз. Эбет сайғыл достылар, белі олған кыбы Қырым татар санатының Дервиза 2-ші региональ конкурс фестивалі башланды. Ветаман бұл ақта біз мұсафирлерімізден лаф етежеміз. Ве біздің студиямызда бұл конкурс фестивалінің жюри тәркібіне кірген инсанлар Николай Антюфриев, халық ижадияты меркезі мүдерінің муавины ве Рефат Сейтаблаев, Қырым татар Девлет академик музыкалы драма театрының актері. Селям алейкум, здравствуйте. Доброе утро. Хош келдіңіз біздің студиямызға. Как настроение? Как началось утро? Ну вот как поется в одной песне, вот снова год спустя, ну конечно не год. В ноябре мы закончили наш первый фестиваль крымско-татарского искусства, и вот в марте 30-го мы выехали уже на первый тур второго уже регионального фестиваля крымско-татарского искусства. И, как вы уже знаете, в этом году у него есть персональное имя, и называется фестиваль Дервиза. Это символично, потому что финал, гала-концерт и награждение, вот я об этом уже сразу говорю, произойдет в сентябре, 22 числа, на большом национальном празднике Дервиза в поселке Гвардейское, на огромной территории, с большой сценой и с большим количеством приглашенных. Уже стартовал этот конкурс, прошли отборочные туры в некоторых городах Крыма. Расскажите о ходе этого фестиваля. Мы знаем, что в нем может принять участие все желающие, все, кто хочет исполнить крымско-татарские народные танцы или музыку. В этом году у нас есть нововведение, потому что, как любое действие, нужно лучшее оставлять, а нюансы некоторые улучшать. Так вот, первое отличие от прошлого первого фестиваля заключается в том, что в этом году у нас не общие туры, а мы выезжаем в регионы Крыма, и у нас туры связаны непосредственно с номинациями. Объясню почему. Если в прошлом году мы поделили условно Крым на 5 регионов, центр, север, запад и так далее, то сейчас мы провели такую условную черту и поделили на запад и восток. У нас каждая номинация имеет 2 города, чтобы географически было удобно подъехать туда исполнителям. И теперь членам жюри, моим коллегам, намного проще оценивать, поскольку это уже не все жанры, а только конкретные. И поэтому жюри в этом году у нас не общее, будем так говорить, по всем направлениям, а исключительно профессиональное. Хореографы осматривают хореографов, вокалисты вокалистов и так далее. Но и самая главная инновация в этом году, у нас появился новый жанр, разговорный жанр. Это сценическая культура крымско-татарской речи. Это впервые у нас, и мы немножечко трепетно относимся к этому началу, потому что, скажу откровенно, осторожно к этому относятся наши исполнители, особенно почему-то профессионалы. Вот, пользуясь случаем, я приглашаю вас принять участие в направлении профессионалы для молодых исполнителей до 35 лет. Тем более, что 12 апреля у нас в Крымско-татарском нашем театре будет первый отборочный тур, связанный с разговорным жанром. Ну что, Лилия, должны успеть до 12-го. Учтем. Спасибо большое за приглашение. Вы расскажите о премиях каких там. Но премии, это тоже стимул для премии участия. Были в прошлом году, если вы помните. Гран-при среди профессионалов это 100 тысяч, гран-при среди аматоров это 80 тысяч. Все лауреаты по номинациям, начиная до 3-го лауреата, тоже получали премии. И вот до сих пор, даже мой коллега вот говорит, отзвуки, когда маленький ребенок приезжает в село и привозит с собой даже 10 тысяч рублей для села, где зарплаты на сегодняшний день бывают и по 5, и по 6 тысяч, когда ребенок привел 10 тысяч. Да, и благодаря тому, что мы здесь, еще раз большое спасибо Руслану Бальбеку, который, в общем-то, нам предоставил этот призовой фонд.
Рифат ага, вы в этом году впервые в членах жюри. Расскажите, как впечатление? Но в этом году это уже второй региональный фестиваль впечатлений. Конечно, меня это все удивило, особенно хореография, вот танцоры, очень высокий уровень. Я уже в Фейсбуке писал, там у меня есть небольшой пост, и даже некоторые вот номера ничуть не хуже даже некоторых наших профессиональных коллективов. И вообще надо признать, вот наша национальная хореография сделала большой скачок вот в своем развитии. Ну, если вот с такой скоростью, если все так будет двигаться, я не знаю, можно хороших, высоких успехов добиться. Меня это очень приятно, удивило, мне было очень приятно. А вокалисты здесь тоже в 4-й категории принимали старшие наши вот пенсионеры, там 3, по-моему, было. Двоих я хорошо знаю, Арсен Агаян, Верага. Хорошо, что участвуют. Это, в принципе, возрастных ограничений нет. Можно от мала до велика всем принимать участие. Тем более, есть и денежный стимул, тем более, есть моральный стимул. И вообще, этот проект, это благородный проект. Спасибо организаторам, учредителям этого проекта. Ну, Николай Борисович сейчас расскажет подробнее, что как бы вот для развития нашей крымско-татарской культуры вот этот проект, конечно, дает очень хороший для развития. Да, стимул. Стимул дает, да. Я поддержу фразу, связанную, это было в Красноперекопске, буквально недавно, 6 числа. И действительно, вот в 4-й возрастной категории, 25 и выше, нас поразило достаточно большое количество участников. Если вы помните, в прошлом году у нас диапазон возрастной был огромный. Самой младшей было, если мне не изменяет память, 6, по-моему, лет, а самой старшей было 82 года. В этом году, не знаю, 82 года, наверное, не было нашим взрослым участникам, но они были очень взрослые. И самое главное, и самое приятное то, что это не просто люди вышли, чтобы себя показать, и потому что вот годы приходят, надо чем-то заниматься. Они продемонстрировали достаточно серьезную музыкальную, вокальную квалификацию. И поскольку мы, конечно, еще не можем оглашать результаты туров, они будут каждый раз, когда мы выходим перед нашими участниками, мы говорим о том, что результаты будут после 20 мая. Но я хочу сказать, что именно представители 4-й возрастной категории были нами отмечены как кандидаты на финал. И судить было сложно. В принципе, каждый участник достоин дальнейшего прохождения, участия в следующем туре. И я, помните, еще предложил же вообще вот 4-ю категорию, всех участников можно было в одну концертную программу. И достойные номера были, очень хорошие голоса, красивые голоса. И помните, в Джанкое мы были, когда танцоров, там самые маленькие, там, я не знаю, по 4, по 5 лет, наверное. Да, маленькие совсем вышли. Были. Кстати, предложение, давайте будем действительно называть вещи своими именами. Люди, вышедшие, это, можно сказать, уже ветераны сцены. Ветераны. Мысль, высказанная коллегой о том, что сделать вот такую программу, это тоже дорогого стоит, потому что это, в первую очередь, морально-этическая акция. Конечно. Чтобы посмотрела молодежь, и вы в том числе, что люди, дожившие до определенного серьезного возраста, продолжают нести в себе вот эту культуру. А нам же, цели-то были просты, они остаются, стратегические цели остались все те же. Не просто сохранить, но в первую очередь, чтобы вы, молодые, продолжали и своими тенденциями современными улучшали, развивали то национальное, что есть в культуре крымско-татарского народа. Отличная идея. Я считаю, что действительно об этом стоит подумать по поводу концертной программы. Я думаю, не просто подумать, извините, но одно дело, постоянно повторяю одну и ту же мысль, почему вы нам нужны, коллеги-телевизионщики. Одно дело, пусть нас посмотрит там 10 человек, 100, 1000, 10 тысяч человек. И другое дело, когда нас посмотрит аудитория телезрителей. И если вот сделать такой небольшой концерт ветеранов именно
в телевизионном формате, это было просто действительно здорово. А мы бы с удовольствием поддержали. Конечно. Я вообще думаю, этот проект и для телевидения, и для радио, и вообще вот концертные программы, это хороший проект. Ну, единственное, что мне еще хотелось бы предложить вот для танцоров, вот я уже сказал, что очень высокий уровень. Вот в некоторых странах там нет звания, да, вот как у нас, допустим, заслуженное, там, народное и так далее. Там есть вот просто национальное достояние. Вот я хотел бы отметить вот ансамбли Ильхам с Бахчисарая, Алия давно с ней знаком, хороший специалист, это уже мастер своего дела. Там, к сожалению, не участвовали Демирей Сакского района, не участвовал Атеш наш Симферополь. Ну, я думаю, наверное... У нас есть еще второй тур Феодосии, который будет. Я еще раз хочу подчеркнуть, что очень высокий уровень танцоров, высокий уровень. А вокалистов, ну, там много песен было, даже повторялись, там Халаль Казан, ну, это наша народная песня. Доктор. Доктор, да, тоже два исполнителя. Чуть-чуть посложнее хотелось бы, чтобы были, пели. Там был хороший дуэт. Ну, дождемся профессионалам, надеюсь, они продемонстрируют сложность. Ну, дуэт был. Я говорю, а что такую простую песню поете? Вы же две вокалистки, красивые, две исполнительницы на сцене. Ну, я им предложил, говорю, давайте посложнее программу. Возможно, это связано с тем, что это самые популярные, самые любимые песни среди народа. Поэтому... Ну, народные песни все любимые. Думали, раз эта песня популярная, нужно исполнить именно ее, и благодаря ей можно будет пройти на следующий тур. Но в прошлом году тоже через сито прошло много, и достаточно часто повторялись некоторые песни, особенно песни, которые для детей сочинил наш земляк Кокура. И даже мы шутили по этому поводу, что одни и те же песни повторяются. Но в целом разнообразие репертуара — это тоже будет расти фестиваль, и будет расти это разнообразие. Но и хотелось бы, поскольку у нас все-таки наша первая встреча в этом году, сказать, что, как и в прошлом, учредителем фестиваля является наше Министерство культуры Республики Крым, а организатором Центр народного творчества Республики Крым. И надеюсь, что второй наш конкурс будет, ну, как минимум, не хуже предыдущего. И вот что касается участников, возросло ли их количество в этом году по сравнению с прошлым? Я не могу сейчас ответить, возросло оно или нет, поскольку, повторяю, у нас только было два выезда. Но вот что касается первого выезда в Джанкой, хореографов было очень много. Это было достаточно даже опасно, когда мы пришли и посмотрели, но надо отдать должное. И здесь хочу отметить Джанкойскую и райгосадминистрацию, и наших коллег из центра, и управления культуры Джанкоя, и центр, где проходил досуга. Они очень здорово нам помогали. Поэтому достаточно бойко работает наше жюри. Мне следует отметить, конечно же, их квалификацию. И стало намного проще. Проще, потому что это, повторяю еще раз, хореографы, вокалисты, это инструменталисты, будут разговорники. Они едины в своих представлениях, в своих критериях. Хотя споров, как уже было сказано, стало и дискуссий больше, потому что чем больше профессионалов в одной области, тем больше мнений. И так же, как в прошлом году, то есть все участники поделены на категории, это профессионалы и любители, правильно? Да, два направления, аматоры и профессионалы. Аматоры начинают чуть позже, профессионалы-аматоры уже начали. Завершающий финал, я уже повторяю, будет у нас 16 июня. Фатаха, еще хотел спросить, вы сказали, что хореография вам понравилась больше, чем вокалисты. Скажите, пожалуйста, какие замечания чаще всего делались в адрес участников? Ну, я про вокалистов скажу, но это произношение. Это уже наша старая болезнь, она уже укрепляется. Вот нету чистого «н». «Мана кельда», потом окончание «кельдым». Вот эти, на это надо тоже, на произношение надо обратить внимание. Вот это вот основной вот такой вот недостаток. Ну, конечно, наши в 4-й категории, у них там видно, что очень хорошо владеют языком родным, знают
крымско-татарский язык, а вот помоложе, да. Поэтому ввели номинацию, Поэтому, поэтому приглашаем да, ждем 12 номинацию. апреля, на разговорный жанр. Именно там мы пытаемся и вот этот нюанс, эту сложность воплотить. То, что, еще раз повторяю, язык – это аутентификация народа. В какой форме будет проходить конкурс именно вот в разговорном жанре? Он будет происходить традиционно, каждому исполнителю дано время. Причем разговорный жанр мы дали возможность выступать участникам в различных формах. Это не только традиционный монолог, это может быть и миниатюра, это может быть интермедия. Самое главное – это услышать правильную сценическую речь, это фонетика, это произношение, но, естественно, умение создавать образ. То есть у нас конкурс будет традиционный. Отличие лишь в том, что он будет на крымско-татарском языке. Я еще бы хотел сказать, Николай Борисович несколько слов сказал про жюри. Жюри очень компетентное, профессиональное. Мне вот на первом в Джанкое, когда мы были, главные балетмейстеры наших творческих коллективов, профессиональных коллективов. Я со многими знаком. И сейчас вот мы ездили в Красноперекопске. Во-первых, еще организация на высоком уровне. Все это здорово. У нас не было там каких-то пауз, там каких-то этих ведения концерта, ведения этого мероприятия. Нам давали список, и вот согласно этого списка участники выходили. Вообще на высшем уровне все это сделано. Вообще. Приятно, спасибо. Очень Мне как организатору это приятно слышать. В каком городе будет следующий этап? Следующий Симферополь это 12-е, а потом мы едем в Алушту в эту субботу. То есть все субботы у нас уже заняты на ближайшие дни до мая. Мы едем в Алушту, нас ждет инструментальный жанр. И я бы хотел всех и участников, и зрителей пригласить в Подмосковье, в наш Дом творчества Подмосковья, на участие в инструментальном жанре соревнований. Вот здесь тоже хотелось бы, что люди проявили большую активность, потому что помимо того, что крымско-татарский народ танцует и поет, он еще очень музыкален. В прошлом году инструментальный жанр был очень хорошо представлен. Если вы помните, то обладателем гран-при стал как раз представитель инструментального жанра Асан Черчир. Хотелось бы, чтобы в этом году инструменталисты себя тоже продемонстрировали. Спасибо большое, что пришли сегодня. Чох сау у нас. Мы будем ждать теперь следующие этапы, следующие туры. Ждем нас снова в студии. И завершение нашей беседы – пожелания телезрителям. Николай Борисович, начнем с вас. Ну, что я могу пожелать? Я хочу, чтобы они были так же радостные и красивые, как молодые ведущие на программе «Милет». Вот, чтобы не только улыбались с утра, а улыбались и постоянно. И приходите к нам на Дервизу. Спасибо большое. Рифат Ака, Сузан Таликлевинас. Ну, хотелось бы, чтобы этот проект Дервиза, чтобы он был дальше вот развивался, и чтобы он был традиционный, чтобы он ежегодно был, и все время прибавлялись новые участники. И, конечно же, чтобы не только участники сидели в зрительном зале, но и чтобы папы, мамы и побольше было людей, чтобы были аншлаги, и чтобы вы освещали по Милету. Обязательно. Более шире, да. Чох сау у нас. Спасибо, что пришли. Хорошего дня. Всех благ. Саглы достар, бізім яйнымыз есе девам ете, бізім невбетекі қысымыз енді азыр бері-берлікте сейретеміз.